Обвинения США и Британии в адрес якобы хакеров из России полностью девальвированы и ничем не подкреплены. Так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на многочисленные предупреждения Пентагона о том, что уже в ближайшее время русские проникнут в каждый дом через модем и IP-адрес. Новость о мифической кибератаке тут же подхватили британские Daily Mail и Sky News. Вот только специалист по кибербезопасности из Вашингтона проговорился. Обвинение в хакерстве – лишь повод для Белого дома оправдать новую порцию готовящихся антироссийских санкций. Репортаж Александра Хабарова. Спецслужбы США и Великобритании обвиняют Россию в подготовке масштабных кибератак. Они утверждают, что российские хакеры интересуются не только правительственными учреждениями, но и простыми домовладельцами, проникая в домашние компьютерные сети. «Таймс» публикует мрачные прогнозы экспертов. Произошла атака, и эта атака может стать первой схваткой в битве, которая может привести к войне. Киберхолодная война продолжается, и мы будем ждать реакции России в ближайшие дни. Мы должны приготовиться. В российском посольстве в Лондоне напомнили, что еще в декабре прошлого года, во время визита в Москву министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, британской стороне было предложено провести открытые консультации между специалистами двух стран в области кибербезопасности. Но эта инициатива так и осталась без ответа. То есть, с одной стороны, запускается такая истерика в прессе, а с другой стороны, британцы уходят от предметного разговора с нами конкретно на уровне специалистов. Активно обсуждается тема чуть ли не ответных ударов по отношению к России. Так вот, мы официально предложили британской стороне сделать заявление о том, что у них нет намерений осуществлять киберудары против нашей страны, исходя из, конечно, нашей политики и нашей позиции, из того, что мы никому не угрожаем и никаких ударов, естественно, с нашей стороны не будет. Стоит напомнить, что угрозы кибернападения на Россию в британском парламенте были озвучены еще месяц назад, после отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Обвинения в адрес России из США и Великобритании выглядят странно, особенно если вспомнить разоблачение бывшего сотрудника АНБ Эдварда Сноудена, который рассказал о системе глобального контроля над коммуникациями, созданной британскими и американскими спецслужбами. Чего только стоит один проект «Призм», который позволяет перехватывать свыше 1,5 миллиардов электронных сообщений и телефонных разговоров ежедневно. О возможностях британских и американских специалистов говорит непрекращающийся скандал вокруг английской компании Cambridge Analytica, которая отслеживала миллионы пользователей Facebook. В Великобритании, так же как и в США, этой компании приписывают магическое влияние на избирателей, которые в Соединенном Королевстве в итоге проголосовали за Брексит. Руководители компании, в том числе и бывшие, теперь регулярные ответчики на слушаниях в парламентских комитетах. Меня никогда не допускали до полноценной картины деятельности компании. Очевидно, причиной этому были факты, которые скрылись сейчас. В британском правительстве сейчас запущен механизм по запугиванию всех агрессивной России. Поэтому на фоне таких крупных провокаций, как в Солсбери, вполне годятся информационные поводы и поменьше. Но за удары по Сирии британскому правительству уже приходится отвечать. В парламенте второй день идут жесткие дебаты. Пусть никто здесь не сомневается, что ни я, ни правительство не получаем инструкций от какого-либо президента или от правительства другой страны. Мы всегда действуем в национальных интересах, как мы их понимаем. По логике Мэй, национальным интересам Великобритании сегодня отвечают пуски крылатых ракет по территории другого суверенного государства, без санкций Совета Безопасности ООН. В Лондоне удар называют ограниченным. Никто при этом не задается вопросом, каким человеческим жертвам и разрушениям в Сирии могло привести это нападение, если бы не сработало сирийское ПВО, и до целей долетела вся сотня выпущенных по этой стране ракет. Александр Хабаров, Илья Мордюков, Вести, Великобритания.